Доброе утро, дорогие телезрители, телеканалы Якутия-24, НВК Саха. Вновь это утро, как и вчера, как и всю эту неделю, вместе с вами встречаем вместе в этой студии. Это «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. На часах 7:00. Пора просыпаться, открывать свои глаза, заваривать кофе, готовить, возможно, завтрак, если вы завтракаете по утрам, как многие люди непосредственно. Ну и, конечно же, вместе с нами настраиваться на продуктивный рабочий день. Трудовой неделя в самом разгаре, потому что сегодня уже вторник, в конце концов, и не стоит об этом забывать. Ну, что ждет нас сегодня? Конечно же, вначале, как всегда, мы обозначим. Это, конечно же, интересные гости в нашей студии, с которыми поговорим на актуальные и интересные темы. Конечно же, наши традиционные рубрики и море полезной и познавательной информации. Помимо этого, я напомню, что работаем мы в прямом эфире. Есть у нас номер телефона, на который вы можете написать, отправить свое поздравление, поделиться приятной новостью, которой хочется поделиться. Номер достаточно простой: 8 914 273 4488. Все, что вы пишете, мы всегда читаем, по возможности, и в эфире также зачитываем. И, кроме того, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код можете сосканировать с экрана. Вот прямо сейчас он на экране появился. Ну или же просто зайти в Телеграм, написать в поисковой строке «Слитно Утро Якутии», и все у вас получится. Ну а начнем мы наш эфир с такой нововведения нашего небольшого, называется «Новости, пока вы спали». Ну и в начале всего, конечно, хочется сказать о том, что самая срочная новость к этому, что первая бригада врачей из Якутии под руководством главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана отправилась добровольцами на помощь жителям Донецкой Народной Республики. Всего в бригаде 10 специалистов. Это неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Врачи будут оказывать помощь как жителям региона, так и военнослужащим. Только у зрителей «Утра Якутии» есть возможность узнать, как обстоят дела у наших врачей прямо сейчас. Доброе утро, Якутия. Я нахожусь на территории городской больницы города Кировского, Донецкой Народной Республики. Именно на это место в свое время прилетела украинская ракета, и на стенах здания мы видим следы от поражающих элементов. В этой больнице будем базироваться команда якутских медиков, которая будет оказывать помощь населению Донбасса. Активность очень большая, желающих получить медицинскую помощь очень много. И мы понимаем, что это все не зря, потому что наша задача главная – помочь людям, проживающим здесь. Ну и срочная новость к этому часу. 6 человек погибло в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. Судьба еще 6 неизвестна. Об этом доложили главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации. Мы продолжаем нашу подборку новостей. Кубок Азии по футболу 2023 года пройдет в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола, передает ТАСС. Решение о принимающей кубок стране было принято на заседании исполнительного комитета конфедерации. Ранее планировалось, что соревнования, намеченные на июнь-июль будущего года, пройдут в Китае. В мае КНР отказалась от их проведения из-за осложнений эпидемической обстановки. В июне в Бишкеке стартовали отборочные матчи Кубка Азии по футболу. Туристический сезон на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области начнется 11 ноября. Об этом сообщили в понедельник, 17 октября, на сайте пресс-службы администрации правительства региона. Отмечается, что в сезоне 2022-2023 года программа лояльности для жителей Кузбасса пополнится новыми предложениями для получения кэшбэка от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта. Нужно иметь банковскую карту МИР, зарегистрированную в программе лояльности. Сейчас к платежной системе подключены 11 партнеров, говорится в сообщении. Уточняется также, что в прошлом зимнем сезоне посещаемость Шерегеша превысила 2 миллиона человек. Ну вот, снежок для горнолыжников готовится встречать своих любителей. Ну а мы, конечно же, сейчас поговорим о том, какую погоду стоит ждать сегодня в нашей республике.
центральных районах Якутии сегодня от -4 до -6, в заречной группе от -3 до -16. В южных районах сегодня температура остановилась на отметке -4 градуса, в Вилюйской группе от -1 до -3. В Нижнеленских от -6 до -7, а в западных районах от -2 до -5. В Колымо-Индигирской группе Улусов -7, -20, в Янских -9, -14. -4, -5 сегодня на северо-западе. Ну а в городе Якутске сегодня в 6 часов утра температура воздуха составила -5 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северный, северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики без существенных осадков ожидается. На дорогах гололедица, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до -3. В Якутске завершается масштабный кадровый конкурс «Таланты Якутии». Более 10 тысяч активных молодых людей прошло через конкурс 2019 года. В результате жестких отборочных испытаний в финал «Таланты Якутии 2022» прошли 228 участников. 17 проектных команд представили экспертной комиссии, 17 проектов, направленных на улучшение жизни каждого жителя Якутии. Сегодня в нашей студии финалисты конкурса команда «Молтруд», которые защищали проект, помогающий трудоустройству молодежи и трудоспособного населения в арктических улусах республики. Это Александра и Ноябрина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, вопрос такой, почему, решили поучаствовать в этом конкурсе? Так, всем доброе утро, Ну, так как это конкурс именно цель этого конкурса – это подготовка социально значимых проектов, поэтому мы тоже, как заинтересованные лица, люди, решили принять участие, внести вклад в развитие Якутии, ну и в целом познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Александр, вопрос также такой. Сколько членов в команде, как вообще их отбирали, какие профессии, почему решили выбрать именно тему трудоустройства в Арктике? Об этом подробнее Ноябрина расскажет. В рамках нашего проекта нас было 10 человек. Это у нас преподаватели были, учителя, экономисты, студент и социолог. И в данное время у нас работают по проекту 7. А почему именно выбрали? Получается, в марте, в начале у нас перед нами выступали представители госкомзанятости, то есть государственных структур, и нам было именно подано, то, что надо выбрать тему «Труд Арктика» и по трудоустройству кадров именно в образовательные учреждения, в арктических районах. Ну, вопрос, возможно, глупый, конечно, но тем не менее. Может, какие-то есть подводные камни. В чем уникальность этого проекта, чем он важен для нашего общества, для республики? Так, уникальностью и в целом продуктом проекта является наша программа, которая делится на 3 направления. Первое направление – это мотивация, то есть повышение мотивации у обучающихся арктических школ и учителей, а также в целом просвещение населения России. Второе направление – это профориентация со студентами выпускных курсов. И третье направление – это социальная адаптация учителей, работающих уже в арктических районах. Ну вот, насколько нам известно, победители, занявшие первое место, получили гранты на обучение свое. Какова награда была за второе место? Мы получили, получается, поддержку от Министерства образования Республики Саха, госкомзанятости, Центр занятости, которые могут выступать как заказчики нашего проекта. Уже поступили, может быть, заказы какие-то предварительные? Да, мы пока работаем над этим. Вообще сейчас в рамках проекта, может быть, не только проекта, в рамках, может быть, команды, с кем сегодня сотрудничаете, в чем это сотрудничество заключается? То есть в данное время у нас функциональными заказчиками являются Анбарский и Нижнеколымские районы. Также мы сотрудничаем с Центром опережающей профессиональной подготовки. У них будут обучаться наши участники курсом по гибким навыкам Soft Skills. И также мы сотрудничаем с молодежной биржей труда «Импульс», и в последующем хотим сотрудничать, расширять этот перечень партнеров, психологами работать и тому прочее. Ну вот в рамках реализации проекта, вот вы уже затронули, рассказали про сотрудничество, где что. Какая еще работа по реализации этого проекта сегодня проводится?
Получается, мы уже составили проект, то есть программу нашего проекта, еще собрали базу СПО, вузов и школ наиболее востребованными педагогическими вакансиями. Также мы ведем ВКонтакте труд Арктика с ежедневным контентом, где там делимся разными новостями, рассказываем про стратегию развития Арктики, Якутии, как вот именно увеличить доход, и также проводим разные викторины про улусы. Ну вот конкретно в данное время, вот допустим, в течение, там, скажем, этой недели, прошлой этой 2 недели, какая работа над проектом ведется? Сейчас мы работаем над организационными моментами, набираем уже, вот с сентября мы набираем участников программы, конкретно в Анабарские, Нижнеколымские районы, то есть нам предоставили вакансии, которые мы везде распространяем, рекламируем, что набираем. И также набираем уже учителей, которые сами трудоустроились в арктические районы, в любые улусы, не обязательно в эти два улуса. И также скоро будем набирать студентов. И сейчас вот вместе с партнерами работаем, чтобы с ноября запустить нашу программу проекта. Ну вот, завершая нашу беседу, ну как бы у нас еще есть время, можно, так сказать, широко ответить на этот вопрос. Любой проект все-таки, у него есть какой-то горизонт планирования. Ну, понятно, что в ближайшее время уже поедут люди туда и так далее. Конечную, финальную, может быть, какую-то глобальную цель этого проекта, какую вы видите, что оно вот суммарно даст? То есть мы там, грубо говоря, будет какая-то мегабиржа труда в Арктике или что-то такое. Вот какая конечная цель, по вашему? Конечная цель у нас, получается, в целом существует ряд уже программ с государственным финансированием, как учитель в Арктике, земский учитель, обеспечение жильем педагогов и так далее. То есть наша программа, она нацелена именно на помощь, на решение человеческих проблем. То есть человек, который выезжает туда работать, он, по сути, остается сам по себе, и мы хотим ему помочь, максимально социально адаптироваться. То есть перед выездом хотим его обучить, выдать там памятки, инструкции, как себя вести, как жить, как в целом работать и взаимодействовать с коллективом. И в целом, в конечном итоге, конечно же, мы хотим закрепить на рабочем месте. Вообще цель нашего проекта на 2 года рассчитана, до 1 сентября 2024 года, что вот 20 специалистов, педагогов мы уже закрепим на рабочих местах, чтобы они оставались там и работали. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу. Я желаю вам, естественно, успехов в развитии в дальнейшем. И, конечно же, желаю, чтобы конечная цель, вот эта, о которой только что сказали, она обязательно была достигнута. Еще раз спасибо, хорошего вам дня. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Северо-Восточный федеральный университет начал помогать мобилизованным из Якутии. По адресу Кулаковского, 42/3 в Якутске работает штаб гуманитарной помощи. Организован коллективный сбор от факультетов, институтов высшего учебного заведения. В основном приносят теплые вещи, в том числе войлочные стельки, наколенники, теплые трикотажные шапки и многое другое. Некоторые сдают денежные средства. Например, административно-хозяйственное управление собрало 50 тысяч рублей. На эти деньги купили печку-буржуйку и канистры для воды. В штабе СВФУ также принимают звонки по горячей линии. Руководство высшего учебного заведения выделило дежурную машину. Гуманитарную помощь нам уже сдали порядка 10 учебных подразделений, структурных подразделений. Помощь принесли. Вот студенты несут ответственность, все подсчитывают, все записывается, учет ведется. На той неделе мы сдали центральный штаб вместе около 35 килограммов помощи в виде печек-буржуек с канистрами. И на этой неделе мы вот собираем теплые вещи, возможно, закупка тоже таких же нужных вещей, как печки. И по волонтерской помощи мы сотрудникам и женам их, которые мобилизованы, оказываем помощь.
Более 800 жилых домов в республике намерены подключить к централизованному теплоснабжению в этом году. До конца текущего года планируют построить и реконструировать 20 котельных, 5 объектов водоснабжения, 3 объекта водоотведения, 4 объекта ТКО, а также провести капремонт и замену 65 километров тепловых сетей, 18 километров водоснабжения. А по итогам года подключат к теплоснабжению 850 домов, отремонтируют 185 многоквартирных жилых домов, говорится в сообщении МинЖКХ и энергетики. В Якутске продолжает очищать дороги от снега. Компания «Якутдорстрой» работает в 4 потока на улицах Кальвица, Вилюйский тракт, Лермонтова, Ярославского. За минувшую неделю по всему городу убрали более 1000 кубометров снега. Привлечено 27 единиц техники. Плановую работу ведут для безопасного дорожного движения, так как на скользких снежных дорогах возможны дорожно-транспортные происшествия. С 10 октября по 16 октября включительно было собрано 1072 кубометров снега. На данный момент работает 27 единиц техники. У нас 4 потока. Это улица Кальвица, улица Ярославского, Вилюйский тракт и улица Лермонтова. В данный момент у нас работает 8 тракторов, 1 погрузчик. Работает ПМ-машины на мехподметании 8, в количестве 8 штук, и на подсыпке. Высокоскоростной интернет и мобильная связь появятся в некоторых населенных пунктах Якутии. В села проведут мобильную связь стандарта 4G. Сделают это по федеральной программе устранения цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России. В республике за появление мобильной связи идет голосование на электронной площадке. На портале госуслуг опубликовали список сел, принимающих участие. Проголосовать можно как через госуслуги, так и с помощью почты. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, а общие итоги подведут 26 декабря. Это «Утро Якутии». Сегодня вторник. Мы продолжаем встречать новый наступивший день. И, кстати, возможно, это тот самый день, когда многие из нас собираются начинать новую жизнь. Бросать вредные и старые привычки, начинают ходить в спортзал. Если вы относитесь к числу последних, то еще не определились с видом тренировок, то в следующем сюжете Полина Долинская расскажет, как начать менять свою жизнь с опломбом. Многие из нас знают такое выражение, как «зайти с опломбом», но не каждый задумывается, что же это такое за слово. На самом деле слово «опломб» французское, и обозначает оно в себе уверенность. И второе значение – это умение танцора балансировать, долго стоя на одной ноге. Это новый подход физической активности, который позволяет заниматься растяжкой без боли, безопасно и эффективно. Растяжка с использованием резинового ремня и специальных режимов дыхания. Как и любое занятие, начинается оно с разминки. Еще одно отличие от привычного вида нам фитнеса – это то, что разогрев проходит через размятие стоп. Наверное, многие знают, что на стопах находится очень большое количество жизненно важных точек, которые отвечают за почти все внутренние органы и некоторые части тела. И прорабатывая стопу, таким образом мы с вами прорабатываем эти точки, да, эти части тела и органы. Плюс у нас улучшается кровообращение, улучшается лимфоток, разогревается тело. И работой со стопами можно полностью заменить обычную стандартную разминку, которую обычно делаем во время каких-либо там тренировок, физических нагрузок. После разминки начинается занятие по системе опломб-балет. Никакой специальной подготовки для занятий не требуется. Только настрой и спортивная одежда. Коврики и ремни для растяжки выдаются прямо в зале. Эта методика была разработана бывшим танцовщиком балетным в городе Новосибирске. Методика запатентованная, не имеет аналогов. Хотя, наверное, многие видели, что балеринки или гимнастки занимаются тоже на аналогичных ремнях. Они имеют другую структуру, другую форму, сделано совсем из другого материала. Этот материал был специально разработан именно для этой методики, и аналогов таких нет. Растяжка развивает гибкость, улучшает осанку и укрепляет мышцы, а также повышает осознанность за счет работы с дыханием. В целом занятия улучшают самочувствие и повышают ресурсное состояние организма, что дает силы для достижения собственных целей как в профессии, связанной с танцами, так и в жизни. И делаем разведение. Раз. И свели. 2. И 3.
Занятие по методу апломб-балет подойдет как профессионалам, так и начинающим и не имеет ограничений по возрасту. Также подойдет тем, кто давно хотел сесть на шпагат, тем, кто занимается в тренажерном зале, танцорам, юным гимнастам, каратистам, тем, кто занимается восточными единоборствами, где требуется идеальная растяжка. Для каждого человека подбирается оптимальный режим натяжения ремней с учетом его подготовки, что позволяет получить максимальный результат. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. После просмотра этого материала для себя я отметил новый термин «апломб», который вообще означает равновесие, устойчивость, уверенность. Теперь бы внести его в свой лексикон повседневный, употреблять каждый день. Ну, может, не каждый день, но хотя бы при необходимости. Почему бы и нет. Вообще не перестаю удивляться, насколько богат и могуч великий русский язык. Самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть не только интересные слова и словосочетания, но и интересные приставки. Например, есть приставки «роз» и «рос». Они всегда ударные и пишутся с буквой «о». Например, в слове «розыск» и «роспись». А их родные сестры, приставки «раз» и «раз», пишутся с буквой «а», и они всегда безударные. Например, разыскивать или расписывать. Но бывает трудно понять, как же правильно произносить и писать «о» или «а». Например, цифры рознятся или разнятся. Конечно, нам на помощь приходят словари. В словаре Сергея Владимировича Кузнецова есть такое определение значения этих глаголов. Итак, глагол «розница». Отличаться чем-либо, иметь различия, несходство в чем-либо, не совпадать в чем-либо, не сходиться во мнениях. А слово «разница» с буквой «а» имеет такое значение: иметь различия, несходство в чем-либо, различаться, отличаться. Кроме того, давайте посмотрим, что же нам говорят специалисты информационно-справочного портала «Грамота.ру». Так вот, они утверждают, что глагол «разниться» – это глагол нейтральный и общеупотребительный. А вот глагол «розница» он все-таки уже устаревший и даже просторечный. Поэтому, если мы говорим о цифрах, то все-таки лучше говорить, что цифры разнятся. Кроме того, не забывайте о правописании. Если под ударением, то «о», если без ударения, то «а». Давайте говорить правильно. Еще раз с добрым утром! Действительно, с добрым утром. На календаре 18 октября, и по народным приметам сегодня не следует отправляться в дальний путь, переезжать или переходить на новую работу. Также не рекомендуют сегодня надевать новую одежду, особенно если планируется подписание важных бумаг, ведь многое может пойти тогда не по плану. В этот день наши предки старались рассчитаться со всеми, если это в принципе возможно, долгами, иначе до конца года будет туго в финансовом плане. А какие праздники и события отмечают сегодня, узнаем из нашей постоянной рубрики. 18 октября отмечается День галстука и День конфет. По народному календарю Харитины – первые холстины. По церковному календарю в этот день отмечается память святой мученицы Харитины. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. В 1009 году по приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня. В этот день, в 1867 году, Аляска передана США. Договор о продаже России, Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года. А 18 октября того же года прошла церемония официальной передачи Русской Америки Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму $7,2 миллионов. В блокадном Ленинграде состоялось открытие театра имени Комиссаржевской. Открылся театр премьерой спектакля по пьесе Константина Симонова «Русские люди».
На полигоне Капустин-Яр состоялся запуск первой советской баллистической ракеты А-4. В 10 часов 47 минут по московскому времени произведен первый в СССР старт баллистической ракеты А-4. Ракета поднялась на высоту 86 километров и достигла поверхности Земли в 274 километрах от места пуска. В 1967 году советская космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности Венеры. В этот день родились Александр Ладыгин, русский электротехник, создатель лампы накаливания. Владимир Захаров, советский композитор, музыкальный деятель, народный артист СССР. Чак Берри, американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен. Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист. Сергей Доренко, российский журналист, теле- и радиоведущий. Жан-Клод Ван Дам, американский актер, сценарист, режиссер, мастер боевых искусств. Сергей Безруков, советский и российский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, народный артист Российской Федерации. Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет и Филипп. Казалось бы, отмечают день рождения в один день, а такие разные люди. Ну, это я, конечно, про Сергея Безрукова и Жан-Клода Ван Дамма. Но, тем не менее, у нас еще есть одна интересная дата. Недавно в Якутии отметили 115 лет со дня рождения известного поэта, публициста и очеркиста Сергея Васильева Барагонского. Любовь к родине, патриотизм и героизм советских солдат были главными темами его произведений. В фонде Национальной библиотеки, научно-исследовательском центре книжных памятников имеется его редкий архив, рукописи, машинописные тексты, а также книги. Кратко о его биографии. Сергей Степанович родился 25 сентября 1907 года в первом сотнинском наследии Барагонского улуса Якутской области. Ныне это Усалданский улус. В 20-е годы, еще будучи студентом Якутского педагогического техникума, он проявлял свою общественную активную позицию и участвовал в переделе земель. И в 30-е годы он был также председателем райисполкомов Нюрбинского, Мигана-Кангаласского, а также своего Усалданского улуса. В 1943 году он стал секретарем правления Союза писателей ЯССР, а в последующем он стал председателем Союза писателей Якутии. В годы Великой Отечественной войны Сергей Степанович написал письмо тогдашнему секретарю народных комиссаров Илье Егоровичу Винокурову с просьбой командировать его и Дмитрия Кононовича Сивцева Соруна Амоллона в действующую армию. Вот перед вами это командировочное письмо от 3 марта 1944 года, где им разрешили выезд в части Первого Украинского фронта, куда они поехали и освещали подвиги якутских солдат в печати. Вот, также у нас имеется фотография фронтовых времен. Даже после войны Сергей Степанович писал на военную патриотическую тематику, и в 1967 году была опубликована поэма «Реквием. Священный Ильмень», Тыкильмень. Он специально изучал историю 19-го полка бригады, которая в основном состояла из якутян. И вот это произведение получило выдающуюся литературную премию имени Платона Алексеевича Аюнского. Сергей Степанович был одним из первых якутских писателей, который адаптировал якутский героический эпос «Олонхо» под детское чтение. Еще при его жизни в 1955 году вышла «Олонхо Эрчимен Берген» под редакцией Кунюку Растырова. В 1957 году вышла «Олонхо Уэлен Хардачи», а в 1960 году вышла «Олонхо Кюн Эриле». Перед вами вот рукописные тексты этих «Олонхо». Также в нашем фонде имеются его книги о нем и его личные книги. Подробнее вы можете ознакомиться с его личными архивами и рукописями в научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки.
Доброе утро всем тем, кто только открыл свои глаза, присоединился к нам. Немножко мы вам, конечно, завидуем, потому что мы проснулись заметно раньше. Тем не менее, все мы знаем, что во сне человек проводит, во всяком случае, должен проводить 1/3 своей жизни. Это примерно 7-8 часов ежедневно. И когда мы говорим о качестве сна и возможных проблемах, подушка почти так же важна, как и, собственно, матрас, на котором мы спим. Если она подобрана неправильно, это может привести к головной боли по утрам, повышению артериального давления и проблемам с мышцами и суставами. Наш доктор даст полезные лайфхаки, которые помогут помочь при выборе подушки. Доброе утро! Первые подушки были найдены в древнеегипетских пирамидах. И служили они не для удобства сна, а для того, чтобы не испортить во сне прическу. А можно ли с помощью подушки снизить риск развития болезней и их осложнений? Например, в продаже есть подушки, которые препятствуют храпу, снижают количество морщин и противодействуют рефлюксной болезни. Работают ли они? Подушка против храпа. Одна из основных причин храпа – ожирение. У пациентов индексом массы тела, превышающим 29, вероятность наличия синдрома обструктивного апноэ сна в 8-12 раз выше, чем у пациентов без ожирения. Также большую роль играют анатомические дефекты – искривление перегородки носа, полипы, увеличенные миндалины, удлиненный небный язычок, новообразование. Физиологический храп связан с тем, что во время сна у человека непроизвольно расслабляется мягкое небо, и язычок, мягкие ткани гортани вибрируют, и человек храпит. От храпа нередко страдают люди, которые спят на спине. Это так называемый позиционный храп. Подушка антихрап оснащена встроенным микрофоном, который увеличивает звуковые вибрации, вследствие которых возникает храп. В это время воздушный карман, встроенный в подушку, раздувается, поднимает ее на несколько сантиметров, в результате чего или открываются дыхательные пути спящего, или он от этого движения просыпается и может поменять положение. Первые полчаса после активирования подушки она находится в покое, чтобы владелец успел заснуть. Подушка против морщин. Подушки от морщин обычно делаются из гладкого материала, например, используют шелк. Скользкая поверхность шелковых наволочек снижает трение и кожи, и она не заламывается в складки. Специальные выемки на подушке минимизируют контакт с поверхностью с лицом, поддерживая зону шеи и головы в удобном физиологическом положении, что делает правильное распределение нагрузки на мышцы. Подушка против рефлюксной болезни. Рефлюкс – это обратный заброс содержимого желудка в пищевод, а также содержимое имеет кислую реакцию, возникает изжога, которая несет риск развития рака. Если вы просыпаетесь по ночам из-за изжоги, то вот что поможет вам спать лучше. Поднимите головной конец кровати на 15-20 сантиметров. Используйте специальную клиновидную подушку, которая помогает спать под наклоном. Тогда жидкость не будет так высоко забрасываться при приступе рефлюкса. Спасибо нашему эксперту медицинскому за полезный совет, который каждую неделю мы получаем. Но вообще в целом в современной жизни роль медицинского работника, она очень важна. Человек в белом халате, этот образ вызывает безмерное уважение, гордость и восхищение. А медицинская сестра должна иметь квалификацию троякого ряда. Во-первых, научную для понимания самой болезни, сердечную для понимания непосредственно больного и техническую для того, чтобы за больным ухаживать. Так говорила англичанка Флоренс Найтингейл. И сегодня представитель этой прекрасной профессии у нас в гостях в студии. Это Ирина Мордосова, главная медицинская сестра Республиканской больницы номер 1, он же Национальный центр медицины. Ирина Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Во-первых, в начале нашей беседы я хотел бы вас попросить рассказать о таком явлении, скажем так, Ассоциация медицинских сестер России. Что это, как это, кто туда входит? Общероссийская ассоциация
медицинских сестер России, она была создана в 1992 году. И ее бессменным руководителем, лидером является Валентина Антоновна Саркисова. Это та женщина, уникальная женщина, которая смогла объединить вокруг себя соратников и выполняет очень много задач именно по укреплению и по развитию нашей профессии. Это и высшее сестринское образование, это реформа сестринского дела, это и то, что медицинские сестры, фельдшера, акушерки стали заниматься наукой, исследованиями. Это и разработка методических рекомендаций. Это все, конечно, мы вносим в нашу практическую деятельность для помощи наших пациентов. И смотря, уже 30 лет в этом году исполнилась ассоциация, и, конечно, медицинские сестры Якутии не могли остаться в стороне. 20 лет назад мы вошли в состав общероссийской общественной организации. Президентом нашим является Аграфена Васильевна Яковлева. Это внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Я считаю, что наша команда членов Ассоциации средних медицинских работников Якутии очень сильная, очень плодотворная. И, конечно, наши цели и задачи нашей ассоциации – это профессионализм, развитие, совершенствование. Ну, я добавлю, что мы не надеемся, мы уверены, что наши медсестры, как минимум, одни из передовых, это точно, может быть, даже и самые лучшие. Но вот говоря про 30 лет ассоциации, как раз вот в честь этой даты, под названием «30 лет во имя профессии», в начале октября состоялась пятый Всероссийский конгресс Ассоциации медицинских сестер. Вы там принимали участие. Очень масштабное мероприятие. Расскажите, пожалуйста, кто собрался там, что участники делали непосредственно на этом конгрессе? С 5 по 7 октября в городе Санкт-Петербург прошел 5-й Всероссийский конгресс медицинских сестер «30 лет во имя профессии». Приняло участие более 800 делегатов из 50 регионов нашей страны. Были гости из Казахстана, были гости из Киргизии, Белоруссии. И было очень отрадно, что смогли приехать наши коллеги из Донецкой Народной Республики. И они вошли, и Донецкая, и Луганская вошли в состав ассоциации. Наша делегация из Якутии, она состояла из 19 членов ассоциации. Это представители организации города Якутска, это Национальный центр медицины, медцентр города Якутска, городская больница номер 3. Перинатальный центр, научный центр, онкологический диспансер. Также были представители устного здравоохранения, коллеги из Ленского, Нерингринского, Хангаласского, Вилюйского и Верхневилюйского УСа. Это все члены ассоциации, активные, ключевые члены. И, пользуясь случаем, я хотела поблагодарить Министерство здравоохранения и руководителей этих организаций, что они смогли отправить нас на столь масштабное мероприятие знаний, впечатлений. И мы достойно смогли представить нашу Якутию. Мероприятие было масштабное. Нас поздравил по видеообращению министра здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко. С нами работала заместитель министра Татьяна Владимировна Семенова, и было очень приятно слышать из ее доклада, что специалисты со средним медицинским образованием Якутии занимают первое место по активности и по обучению на портале непрерывного медицинского образования. Всегда стремитесь к знаниям, получается. Да, я как председатель аккредитационной комиссии была очень рада, так как мы уже ряд лет, последние годы, переходим от сертификации к аккредитации, и очень рада была, что мы достучались до каждого специалиста. Мероприятие деловая часть состояла из нескольких частей, да, и основная часть еще состояла из секций. Секции были по направлениям: это лидерство, профилактика, лечение, диагностика, реабилитация. И каждый делегат, я думаю, нашел для себя ту секцию, которая была ему именно нужна по направлению его деятельности. Я сама участвовала на
секции лидерства. И на этой секции выступала с докладом. Доклад мой был «Влияние руководителей сестринских служб на профессиональное развитие специалистов со средним медицинским образованием». Ирина, у меня вот еще вопрос такой. Вот вы сказали, что фактически-то конгресс, можно сказать, международный, потому что были представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Что-нибудь удалось узнать о здравоохранении в этих странах? Может быть, как-то оно от нашего отличается или, в принципе, схоже? Может быть, какой-то опыт можно перенять у них? Всегда интересно, как живут наши коллеги в других странах. И, конечно, большой интерес был к их докладам. И, знаете, я узнала о том, что вот именно в этих странах большой акцент делают на систему образования. У них система образования немного отличается от наших. У них даже есть докторантура для медицинских сестер. И у них сейчас внедряется медсестра расширенной практики. Это медсестра, которая имеет более глубокие знания в клинических дисциплинах и ряд функций, которые присущи врачам, они будут перенаправлены на нее. И у них даже есть уже инвестиции. Например, к 2025 году они должны достичь 7% таких медсестер в структуре своих кадров. Ирина, спасибо за эту замечательную беседу, познавательную для нас в том числе. Ну а мы, опять же, радостно, что такая большая делегация из Якутии отправилась, потому что мы понимаем условия наши транспортные, что очень трудно такое количество людей отправить куда-либо. Конечно же, желаем успехов в работе, успехов в развитии, в принципе, сестринского дела как в республике, так и вклад наших специалистов в российскую ассоциацию. Ну и, конечно же, хорошего вам сегодня дня. Спасибо. А мы продолжаем. Частичная мобилизация коснулась многие семьи нашей республики. Призванные граждане с готовностью откликнулись на призыв защищать свою родину, но за каждым, даже самым сильным и смелым мужчиной стоит женщина, от которой зависит очень многое. Мать нерюнгринского офицера Екатерина Морозова рассказала, насколько важна военнослужащим помощь и поддержка от тех, кто остался в тылу. Военные устои в нашей семье, они закономерны, и они даже не обсуждались никогда. Это так должно быть. Капитан Вячеслав Крылов прошел уже 2 войны в Чечне и Осетии. Когда услышал о частичной мобилизации, не раздумывая, пошел в военкомат, взял повестку и вместе со всеми 23 сентября убыл в Амурскую область. Согласно своей специальности, Вячеслав переведен в артбригаду, где проходит дополнительную военную подготовку сам и обучает личный состав слаженности. За это короткое время его мать Екатерина Морозова побывала там дважды. Я такой благотворительностью занималась еще, когда он служил в Чечне. Я туда ездила, я туда организовывала. Там было немножко попроще, и тогда и снабжение было, и война была другая, да. Но все равно мы с женсоветом, вот коломенские курсанты, мы уже ездили, помогали. Моральная, материальная поддержка лишней никогда не будет. Для того, чтобы поддерживать связь с военнослужащими, там на месте есть волонтеры, которые собирают заявки с нуждами от каждого подразделения. А чтобы была возможность в любой момент оказать материальную помощь на фронте, Екатерина решила открыть в Нерюнгри благотворительный фонд помощи, основная задача которого – наладить связь в зоне боевых действий. На фронте вот всевозможные потребности, они ежеминутно возникают. То лопаток нет, то деска сломалась, то еще что-то. Поэтому мы хотим создать здесь фонд, чтобы привлечь внимание общественности, потому что это даже было в Великой Отечественной войне. Все помогали. Все для фронта, все для победы. Кроме того, являясь руководителем организации, которая обучает граждан по программам дополнительного образования и проводит курсы переподготовки и повышения квалификации, Екатерина предлагает семьям мобилизованных помощь в освоении новой профессии, чтобы военнослужащие могли быть спокойны за своих родных. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Конечно, чувство патриотизма в первую очередь зарождается в семье. Практика показывает, что дети, внуки, правнуки наследуют боевую и трудовую славу своих отцов, дедов, прадедов. Для воспитания у них патриотического знания и чувств следует активнее использовать неисчерпаемый материал о боевых событиях и трудовых свершениях. Кинотеатр «Лена» запустил акцию «Пойдем в кино». 2 раза в неделю будут показывать фильмы о патриотизме, о любви к родине и близким. В первую неделю акции в кинотеатрах показали фильмы якутского режиссера Алексея Романова «Ортодойдо» про быт и культуру народа Саха. На следующей неделе ожидается показ фильма «Рядовой Черин» о молодом охотнике из Якутии, который попал на фронт. В дальнейшем организаторы планируют показывать и российские фильмы. Сейчас идут переговоры с производителями. Мы сделали эту акцию для того, чтобы поднять людям настроение, да? Поднять людям дух, чтобы они как-то отдохнули. Вот. И каждую неделю, во вторник и среду, ориентировочно после обеда, где-то 14:00 или 14:40, в зависимости от сеансов, будем показывать фильмы бесплатно. Ну, отличная возможность насладиться какими-то шедеврами, которые не удалось посмотреть доселе, тем более, что бесплатно. Сам Бог велел сходить и поглядеть, если будет возможность. Ну и сейчас самое время передать слово нашим коллегам из информационной службы нашего телеканала, которым не терпится познакомить вас с последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее смотрите блок новостей. Республиканские организации продолжают активно помогать мобилизованным. Так, Якутский котловой завод с помощью Якутской кадетской школы решил отправить на территорию Украины санитарно-барачные палаты с установленной внутри печкой для обогрева. Палата вмещает в себя около 40 спальных мест. Организация планирует в месяц изготавливать более 300 печек и отправлять их на места специальной военной операции. Самая большая особенность нашей печки – это его длительное сгорение. То есть на одной закладке на дровах горит более 2 часов. Обычные печки топятся, там уже горят где-то 30 минут, 15 минут. На углях уже наша печка горит более 4 часов. Мы создали 2 печки, АСПБ-57 и АСПБ-87. Одни отличаются размерами, весом и длительностью горения. Еще одна разработка якутян. В учебно-научно-технической лаборатории Якутска подготовлены к патенту более качественные морозостойкие пыльники для автотранспорта. По мнению экспертов сферы материаловедения, износостойкость данного агрегата стала низкая, поэтому разработаны более морозостойкие пыльники. По словам испытателей, они способны выдерживать очень низкую температуру в течение долгого времени. Тем не менее, эксперименты продолжаются. К нам обратились с автосервиса «Автогруппа» с просьбой, чтобы мы смогли, с проблемой в том, что вот такие вот пыльники часто выходят из строя. И вот мы с ними сейчас проводим вместе экспериментальную работу. Точнее, мы разработали пыльники, сейчас им передали для испытаний, и в данное время они проходят. В Хангаласском Улусе установили памятник первой матери-героини Якутии. Уроженка Жерского наслега Александра Припузова родила 12 детей. И самая первая в советской Якутии удостоилась высшего звания – мать-героиня. Со своим мужем Пантелеймоном они прожили более 50 лет вместе. Вырастили 6 сыновей и 6 дочерей. Всю жизнь держали домашнее хозяйство, выращивали пшеницу, овес, сами пекли хлеб. В дальнейшем 2 их дочери также стали матерями-героинями. По ближайшим подсчетам, потомство Припузовых включает примерно 500 человек. Идея установить памятник Александре Припузовой появилась у внуков еще в 2015 году, а воплотить ее в реальность удалось в год матери в республике. Лучшее якутское кино можно бесплатно посмотреть в кинозале «Республика» в Якутске. Стартует акция «Кино для всех». Афишу показов специалисты кинокомпании «Саха-фильм» подобрали, исходя из пожеланий зрителей. Это одни из самых любимых фильмов, снятых в Якутии за последние 15 лет. Истинная классика якутского кино. Акция стартовала с фильма «Дивная пора» режиссера Никиты Аржакова. Сеансы будут еженедельно, по понедельникам, вторникам и средам в 12:00. Акция продлится до конца года.
Новый порядок организации детских спортивных лагерей утвердило правительство Якутии. Продолжительность одной смены теперь не менее 14, 18 или 21 дня, в зависимости от возраста детей. Документ разработан с целью обеспечения круглогодичного тренировочного процесса, физической подготовки и патриотического воспитания. В лагерях должна быть предусмотрена антитеррористическая защищенность объектов и наличие охраны. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну, а мы подхватим, так сказать, новостной поток. И есть еще одна у нас новость интересная. iPhone первого поколения ушел с молотка почти за 40 тысяч долларов. Смартфон, который был выпущен в 2007 году, продали на аукционе за 39 340 долларов. Аукцион состоялся накануне, об этом сообщает ТАСС. И сейчас, возможно, многие владельцы своих смартфонов потянулись к нему с небольшой надеждой тоже осуществить что-то подобное, однако вряд ли у вас что-то получится, потому что, как отмечается, экземпляр телефона первого поколения был не распечатан, то есть находился в коробке запечатанный. По данным аукционного дома, гаджет находится в отличном состоянии, при этом смартфон не был активирован. Предполагается, что коллекционеры вряд ли смогут найти телефон яблочной компании в лучшем состоянии, чем этот. Ранее сообщалось, что первый оригинальный смартфон iPhone с оперативной памятью на 8 гигабайт в упаковке ушел с молотка на другом онлайн-аукционе за 35 тысяч долларов. Это около 2 миллионов рублей. А вот такая вот вещь. Иногда вот бывает, купишь что-нибудь, а оно через несколько лет может стоить невероятных денег. И, кстати, у некоторых людей на это даже есть такая чуйка, которые приобретают вещи, чтобы потом, впоследствии, через лет 10, может быть, 20, продать их за большие деньги. Но мы продолжаем. Мир не без добрых людей. Ярким примером этой пословицы стали жители Ростова-на-Дону. Алена Кравцова с дочерью Натальей, которые приютили 80 пострадавших или оказавшихся без хозяев кошек из Мариуполя, Донецка и Волхованки. Женщина сообщила, что когда в приют приехала первая кошка Саня из Донецка, у них уже находилось 130 кошек и 34 собаки, однако Кравцовы не смогли не помочь пострадавшим животным. Вывезенные из Донбасса животные попали в коттедж по-разному. В апреле в приюте оказалось 8 кошек из Мариуполя, которых забрала с собой уезжающая из города семья. По словам Алены Кравцовой, люди вынули свои вещи из машины, из коробок и посадили в эти коробки котов. Некоторых оставшихся без хозяев животных в Донбассе отлавливают зооволонтеры, после чего передают ростовским коллегам из организации «Зоотакси», которые развозят их по приютам и кураторам. Несмотря на травмы, многие коты идут на поправку и нередко возвращаются к хозяевам или находят новые дома. Котики из прифронтовых зон попадают к нам в критическом состоянии, в состоянии крайнего истощения. Очень много котов с выжженными роговицами глаз, очень много инфицированных котов. К сожалению, выживание в подвалах не приносит здоровья никому, и поэтому очень много было панлейкопенийных животных. Были животные с поломанными лапами, были животные с травмами, с огнестрельными травмами. Да, сейчас огромное количество людей ищет своих потерянных кошек и собак. Мы собираем фотографии, отправляем их в волонтерские группы Донецка и Мариуполя. И есть команды, которые по заявкам разыскивают домашних животных. Ну, вот такой хороший пример, и на таком хороший пример, кстати, он же заразителен, поэтому, не в таких, может быть, масштабах, тем не менее, призываю вас также относиться с добротой и заботой к братьям нашим меньшим, не обязательно только к своим, если есть такая возможность. Но на такой позитивной ноте мы с вами заканчиваем наш сегодняшний эфир, мы встретили этот день, и, собственно, в завершении хотелось бы напомнить, что накануне мы объявляли о том, что запустили конкурс, объявили под названием «Первый снег». Это фото
фотоконкурс, потому что погода нас снегами радует. Накануне в Якутске опять был небольшой такой снегопад, достаточно красивый. И, возможно, у вас есть интересные, креативные, какие-то необычные фотографии, возможно, даже забавные. А у кого-то могут оказаться и даже шедевральные фото первого снега в этом году. Поэтому смело можете их отправлять на наш номер 8 914 273 4488 или же даже в телеграм-канал «Утро Якутии». В эту пятницу мы обязательно подведем итоги, итоги самых активных телезрителей обязательно отметим и вручим определенные какие-то призы. Поэтому участвуйте, дерзайте. Если вы успели нафотографировать первый снег, то все только теперь в ваших смартфонах. Даже не в руках, а в смартфонах. И даже из смартфона ничего вытаскивать не нужно, просто через него же отправить. Ну, а завершим наш сегодняшний эфир красивыми кадрами осенними из Верхневилюйского Улуса.